подойди, под администрацию делаете зарплату. Что у вас госслужащие делаете? Добрый день, уважаемые участники конференции. Вначале хотелось бы довести, кто принимает участие в конференции. Гамбашидзе Гевий Гайвозович, профессор, известный грузинский археолог, который участвовал в археологических как раз раскопках при проведении реставрации храма Тхабаирды в 1969 году. Балашов Юрий Георгиевич, председатель Российско-грузинского делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Кадзоев Тимирлан Умарович, председатель Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия. Набиева Людмила Ахметовна, президент Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия. Царев Кулич Хатибекарович, депутат Народного собрания Республики Ингушетия, председатель Общественного комитета культурного наследия Республики Ингушетия. Газиков Берснакот Джабраилович, историк, архивист. Лукиев Руслан Сасламбекович, историк, этнограф. И Кадиев Умалат Бесланович, заместитель директора археологического центра Республики Ингушетия имени Евгения Игнатьевича Крупнова. Гогиев Якуб Ибрагимович, исполнительный директор историко-географического общества Дурдуки. И Заурова Танзила Абдул-Хамитовна, научный сотрудник научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, журналистское искусствовед. Так, это все те и подрядные организации, те, кто проводят реставрационные работы сейчас на данном этапе в Республике Ингушетия в горной части, тоже здесь находится. И слово председатель культурного наследия Республики Ингушетия Кадзоев Тимирлан Умарович. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть всех. Разрешите вас поприветствовать на этом мероприятии значимым. Почему? Потому что сама тема, которую мы сегодня поднимаем, это обсуждение вопросов, связанных с уникальным объектом культурного наследия федерального значения – храм Тхабаирды. Храм, как мы знаем, сама идея проведения реставрационных работ на храме были еще в 1941 году. Поднимался вопрос еще в 1941 году, но из-за Великой Отечественной войны вопрос отложили. У нас известный грузинский искусствовед, архитектор Георгий Чебинашвили. В 1967 году опять вопрос поднялся о необходимости проведения реставрации храма. Советом министров Чечено-Русской ССР было принято постановление о проведении на храме Тхабаирды реставрационных работ. Они начались в 1969 году. Проект под руководством архитектора Ливана Хамчашвили. Археологические работы проводились под руководством Гевия Гайвозовича Гамбашидзе, которого я приветствую, Батона Геви. Работы. Вообще хотел бы выразить огромную благодарность от народа Ингушетии за то, что сохранили этот объект. У нас есть фотографии, у нас есть материалы, в каком состоянии этот храм находился в то время. Можно сказать, что мы его тогда спасли. По истечении 55 лет, вы, наверное, даже не думали, что мы сегодня соберемся в таком составе по такому вопросу. Но из-за того, что вопрос актуальный, вопрос важный, поэтому, наверное, мы собрались. Огромное вам спасибо, огромное спасибо. Вы любезно поделились большим материалом из вашего архива, за что мы благодарны вам. Есть там много чего, что
у нас нет ни музея заповедника, ни в комитете. Мы будем пользоваться этими материалами. Еще раз разрешите вас поприветствовать всех, пожелать удачной работы в конференции. Спасибо. Хотелось бы еще добавить, что главой Республики Ингушетия Махмуду Али Макшариповичу Калиматову было дано поручение Комитету государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия совместно с Российско-Грузинским деловым советом организовать взаимодействие групп реставраторов, восстанавливающих храм Тхабаерды в 1969 году и 2024 году. Слово предоставляется председателю Российско-Грузинского делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации Юрию Григорьевичу Балашову. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Меня слышно? Да, слышно все. Хорошо. Дамар Джобат Гиви. Большое спасибо, конечно, Гиви за то, что хранил для нас эту историю. Вы видите, у меня на заднем плане та картина, которая подарена мне была вашей художницей знаменитой. Как раз там Тхабаерды и царица Тамара выходят к двум народам, грузинскому и ингушскому. Поэтому очень важно сохранить Тхабаерды именно как символ дружбы двух народов, потому что, конечно, сейчас это важно. Я думаю, что, возможно, даже восстановление наших добрососедских отношений начнется именно Ингушетия-Грузия. Поэтому мы ждем и Гиви к нам с визитом, я надеюсь, Гиви. Я надеюсь, что сам храм восстановится, потому что место действительно красивейшее, заповедник, башни, и, в общем-то, это действительно символическое место, оно может быть серьезно реальным туристическим символом Ингушетии. Поэтому я надеюсь, что его восстановят в очень правильном виде, потому что то, что нашли археологи, оно позволяет говорить о том, что это достаточно древний храм, и, возможно, восстановление немножко пойдет уже в другом ракурсе, не в том достаточно упрощенном, которым хотели реконструкцию первичную хотели сделать. Надеюсь, что это не займет долгое время. Хотелось бы, чтобы уже статус заповедника в этом месте был немножко подвинут для данного храма, чтобы был более свободный доступ к нему туристов, потому что само Даргинское ущелье, оно такой жемчужиной является. И, в общем-то, конечно, если смотреть дальше перспективу, то развитие добрососедских отношений пойдет через строительство дороги, через само Тхабаерды и дальше на территории Грузии. Поэтому если Гиви тоже нас поддержит в своем кругу, то, в принципе, мы бы очень хотели бы восстановить тот пограничный переход между Ингушетией и Грузией, чтобы добрососедские отношения наладились и, наверное, перешли уже в совсем другое качество. Потому что большой поток туристов идет в Ингушетию, он, понятно, идет с той стороны в Кахетию, и, возможно, вот это движение, оно позволит нам двигаться дальше, а не стоять немножко на месте. Понятно, есть там и другие еще варианты, но я бы просил именно Ингушетию сделать как основным двигателем процесса восстановления российско-грузинских отношений. Потому что давняя дружба ингушей и грузин, она там превосходит, по-моему, все мыслимые и немыслимые сроки на Кавказе. И мне это удалось понять во время еще первого моего визита в декабре 2023 года. И сейчас оно получит, надеюсь, развитие в результате молодежного форума, который мы будем проводить в мае в Ингушетии, на котором будет присутствовать обязательно грузинская молодежь из Тбилиси. И если, Гиви, у вас будет такая возможность, то, конечно, мы хотели бы вас видеть с 14 там, или с 15 по 18 мая, может быть, приехать и рассказать об этом, потому что посещение Тхабаерды входит в программу этого форума. И, может быть, если будет такая возможность, мы там обеспечим, поможем вам с доставкой и обязательно переходом, проездом, все обеспечим вам. И мы вас, в принципе, приглашаем на данный форум. Поэтому, уважаемые коллеги, друзья, я надеюсь, что восстановление ингушско-грузинских именно теплых, именно сейчас прямых отношений, именно прямых, минуя центр, позволит нам разблокировать все наши, так сказать, болевые точки. Поэтому очень вас прошу
подработать над этим моментом, а мы будем всячески поддерживать. И до встречи в мае, я надеюсь, что я приеду, уже так мы более подробно обсудим. И очень прошу Гиви, если будет возможность, в мае приехать на молодежный форум и рассказать о том, что происходило в 1969 году, потому что Николай Цикалашвили с вами более подробно беседовал по моей просьбе. Понятно, что все передать он не смог, но хотелось бы ваши эмоции услышать уже вживую. Поэтому ждем вас. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Я надеюсь, да, пройдет дальше дискуссия. Вам большое спасибо за сохранение такой жемчужины. И я надеюсь, что, так сказать, мы будем двигаться дальше в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Георгиевич. Надеемся, что добрососедские отношения между нашими странами будут еще более налажены. И вот как раз конференция даст начало этим отношениям. И все ваши пожелания и вопросы мы доведем как раз до соответствующих структур. Хотел бы вот дальше продолжить. И слово предоставляется известному грузинскому археологу, профессору Гамбашидзе Гиви Гайвозовичу. С вашего позволения, я буду очень эмоционален. За эти 55 лет приблизительно я хочу, чтобы вы поверили мне, почти ежедневно я обращался с этим храмом, с историей этого замечательного памятника наших народов. Я очень счастливый человек в этом отношении, что Бог так распорядился, что вот я оказался в Дзурдзуке, это по грузинским источникам, в вашей стране, нашей общей любимой стране, называемой сейчас Ингушской республикой. Я связался не только с этим памятником, я связался с замечательными людьми, замечательными деятелями культуры, науки, самыми простыми людьми, с кем я встречался за эти многие годы. Я был побратим с Магомедом Озиевым по нашему, по кавказскому обычаю. Магомед Озиев как раз тот молодой человек, как и я в те времена, приехал в Тбилиси и просил наше министерство, что наши реставраторы и деятели, в общем-то, археологии провели эти работы над ХБРТ, над ОБРТ и так далее. Ну, по-разному это называется, этот храм. Я хочу сказать, что как историк, и не только как археолог-историк, я занимаюсь эти 55-56 лет приблизительно вот вопросами истории ингушей, истории наших взаимоотношений. Просто я напомню вам, что первая наша царица была как раз ингушка, прекрасная царица наша. Мы это все сохраняем в нашей памяти. И не только Гиви Гамбашидзе. Каждый, наверное, из вас, который побывал в Грузии, и кто узнавал, что вы ингуш, все с радостью воспринимают это событие, эту информацию, что он встречается с ингушом, то есть своим братом. Я был знаком с Абдулахапом Элджаркиевым. Представляете себе, этот человек в начале 20 века нашел в своем фамильном святилище Майорда книгу, грузинскую книгу, которая, значит, эта книга была подарена какому-то русскому офицеру, но 2 страницы были вырваны как бы почему-то из этой книги, этой рукописи. И вот семья сохранила как реликвию эти 2 страницы. И когда трагические годы, я просто с возмущением отношусь к этим фактам 44-го, что случилось в конце 44-го года. Это моя трагедия, это наша общая кавказская трагедия, которая тогдашняя власть вышла на наши головы, все это. И вот Абдуллахап Элджаркиев положил себе за пазуху и в течение 12 лет носил на груди эти 2 маленькие страницы.
И вот Магомед Ози в 1969 году говорит, что у старика Магомеда есть какая-то рукопись, говорят, что это или армянская, или грузинская, в общем-то, рукопись. Мы пришли к Абдул-Вахабу, это оказался псалтырь X века. Это опубликовано у меня на международной конференции, я послал вам, значит, вот из этого. И вот, представляете себе, мы подружились, потом по приложению академика Хаджи Гамзатова, брата Расула Гамзатова, который руководил Академией наук Дагестана, как раз у меня был доклад в 1976 году в Махачкале по рукописям и по эпиграфике Ингушетии. И вот они заинтересовались этими работами, и Хаджи Гамзатович попросил меня также провести вот археологические, исторические и, может, и этнологические работы в Дагестане, в Аварии. И вот по дороге уже с 1977 года я ехал уже через Дарьяльское ущелье, через Ингушетию в Дагестан, и тогда встречался с моим старшим другом, с Магомедом Озиевым. И оказывается, перед смертью он обещал, своим сыновьям сказал, что если Гиви еще раз приедет, передайте эти 2 страницы вот этой рукописи. И подарок вот семья передала мне. Я хочу вам сказать, что в 2010 году я послал президенту Ингушской республики, господину Эвкурову, такое приложение, что все Осинское ущелье – это мирового значения своими архитектурными, своими природными, чтобы внести в список ЮНЕСКО. В общем-то, часть нашего Кавказа под эгидой ЮНЕСКО. Что я хочу вам сказать? Огромное вам спасибо за ту теплоту, которую получаете в течение этих более 50 лет от ингушей. И большое вам спасибо тем людям, которые задумали опять проводить изыскательные работы на этом древнейшем храме. Что касается архитектуры храма, да, здесь, безусловно, было какое-то влияние христианства, но археологи говорят, что он построен на месте другого храма, то есть здесь уже стоял храм к тому моменту, как этот строился. Это значит, что уже к тому времени у ингушей было свое традиционное сформировавшееся зодчество, храмовое зодчество. На территории Горной Ингушетии очень много храмов сохранилось с традиционной ингушской архитектурой. Она схожа с архитектурой склепов, в том числе и очень древних, с архитектурой святилищ, башен, перекрытий, мини-святилищ, очень много подобного рода архитектурных памятников. Это говорит о том, что было сформированное традиционное зодчество. Мало того, когда этот памятник строили его с учетом ингушской традиционной архитектуры. Он отличается от многих памятников, например, на территории Грузии внешне, хотя схожи. Если вы посмотрите внутри, там есть свои отличительные черты, которых вы не увидите в других подобных памятниках Грузии. Очень богатый барельеф. Удивительно, да, получается, где-то на периферии, где-то далеко от центра построить по тем временам вот такой шикарный, богатый храм. Безусловно, в этом принимали участие средства и сами люди, местное население. И местное население здесь были ингуши. Никто другой здесь не жил. Ингуши автохтоны, и это подтверждается многими исследователями-кавказоведами. Прежде всего, это такие кавказоведы, как Крупнов, Казинкова. Мы здесь живем с очень древних времен. И на этот период, то есть, если вы берете, я не знаю, период существования там, Алании, период существования Дзурдзукети, период существования, строительства этого храма,
Нас никто отсюда не забрал и куда-то не перенес. Мы здесь оставались. Мы не могли отсюда уйти и потом прийти снова. Получается, что очень многие претендуют на эту архитектуру, при том, что она привязана конкретно к родам, к тейпам. Потому что есть склепы средневековой башни, конкретно принадлежавшие какому-то определенному роду, родоначальнику этого рода, имеющие свое имя, имеющие свое топонимическое название, привязанное к этому роду, имеющие свою преемственность, имеющие свою эволюцию. Тем не менее, огромное количество дезинформации, в том числе от так называемых профессиональных историков, которые пытаются все это приписать кому угодно, только не ингушам. То джелты строили все это, то мифический народ какой-то там девы. Вы понимаете, что джелты тоже мы. Просто топонимическое название называлось Джелти. И это территория, которая сегодня в источниках идет как Фяхпишахар. Это Джелти. И все, кто там жил, это Джелтхой. Самое интересное и здесь, и везде это одна и та же архитектура, и она развивалась абсолютно равномерно, абсолютно параллельно. Поэтому это историческое наследие ингушей. Мы не мигрировавшие, мы всегда ниоткуда не... У нас нет родственников в языковой группе нигде больше в мире. Мы здесь живем, мы здесь развивались. Язык очень древний, имеет очень древние пласты до сих пор, эргативные, синкретизмы до сих пор в языке присутствуют, да, как, да, наши профессиональные лингвисты говорят. То есть он не является современным, коллаборацией какой-то, да, есть какие-то включения, какие-то заимствования. Это элементарные вещи, но мы сохранили большой пласт древнего языка, древней культуры, и не надо, пожалуйста, лезть к нашим памятникам, к нашему материальному и нематериальному культурному наследию. Оно у нас свое, собственное. Мы вполне себе сильны и способны его отстаивать. Нет, такого сосредоточия памятников архитектуры в таком стиле больше нигде на свете нет. Родоначальники этого архитектурного стиля ингуши. И с этим соглашается огромное количество казаведов, этнографов, ученых, археологов. И от этого никуда не деться. И эту информацию придется принять и с этой информацией жить. Что бы ни писали, кто бы ни писали, рано или поздно все труды, написанные, оттесняя ингушей от нашей собственной культуры, будут опровергнуты. В любом случае над этим будут работать рано или поздно. Не сегодня, так завтра. В течение столетия мы не имели возможности писать о себе нормальные труды. Но, слава богу, о нас написали советские ученые, люди, у которых был очень сильный, ну и остается очень сильный вес в академической науке. Поэтому я понимаю, что прекрасная культура, ну у всех она своя, у каждого есть своя какая-то фишка. Я понимаю, что очень хотелось бы, конечно, ее в свою собственную коллекцию, но она наша, простите, она чужая. И мы никому ее не уступим. Ингуши – строители башен. Что я хочу сказать? Сам храм по изысканию очень известного грузинского искусствоведа, академика Георгия Николаевича Чувинашвили, это трехцерковная базилика. Это датировал 8-9 веками, потом уже перелом 10-11 веков, перестройка, и потом восстановление начала позднего средневековья. И что интересно, Георгий Николаевич Чувинашвили, с которым я встречался, я хочу, чтобы вы тоже знали, как и Абдуллахап Эльджардиев, он единственную свою рукопись, это еще не было опубликовано, передал молодому археологу, 27-летнему Георгию. Я носил на груди в течение раскопки на Траберди. Не было замечательным, очень знаменитый не только для ингушей, для всего Кавказа археологический материал по тогдашним законам. Мы издали это Грозненский краеведческий музей. Отчет на работы Георгия Николаевича Чувинашвили, этого великолепного историка. И вот хочу в конце моего выступления сказать, что
как раз Георгий Николаевич Чубинашвили, он определил значимость этого храма. Это не как другие ученые, это грузинский храм такого-то века. Он так и пишет. Грузино-ингушский храм Тховерди. Гиви Рамбашидзе тоже пишет всегда. Это грузино-ингушский храм. Потому что там это не только наши наития и наше это самое отношение любви к братскому народу, там сама материальная культура показывает, что сами ингуши восстанавливали на основе местной архитектурной традиции, вот этот центральный храм. Что я хочу еще добавить, что я буду во всех ваших изысканиях и насчет Славерди, насчет того, чтобы ЮНЕСКО внесло, в список ЮНЕСКО надо обязательно внести. Это будет моя вот сокровенная такая мысль, чтобы Таргимское ущелье было внесено в ЮНЕСКо, в памятники вот ЮНЕСКо. Огромное вам спасибо, дорогие друзья. Счастья вам. И я буду консультироваться с вами и хочу, чтобы все это будет с моей стороны только на альтруистической основе. Все я буду, что будет поручено от вас, я буду исполнять на альтруистической основе. И еще одна просто. Я думаю, что этот памятник стоит того, чтобы не только Гиви Рамбашидзе включили вот эти работы. Во-первых, я хочу узнать, какая концепция реставрации. И потом, я думаю, что вы обязательно должны обратиться в Министерство культуры Грузии. И вот я думаю, что по-джентльменски и по всем правилам это будет правильный шаг. И сама концепция, она для меня тоже очень интересна. Восстановление одно, но на основе сегодняшней практики, мировой практики, консервация или следующее предложение, чтобы вот в свое время в 10-11 веках, это перелом 955-980 годы, потому что это надписи на черепицах, которые были покрыты Тхобаерди, там плоская черепица, желобчатая черепица, надписи Арсения Католикоса. Он правил, значит, Католикос был в 955-980 годах, правил, значит, грузинской церковью. И вот было такое мнение высказано одним нашим другом из Ингушетии, что может сделаться такие же вот черепицы. Я не могу ответить или добром, или отказаться от этого. Пускай решает реставраторы. Ну, мы тоже, значит, будем рядом с этими реставраторами писать вот концепцию о восстановлении этого храма. Я приветствую то, что вот самые прямые отношения между Грузией и Ингушетией были не через обходными путями, а прямо, значит, как-то более доступно для туристических, в общем-то, целей. Я много говорю, простите, пожалуйста, что пробилось мое выступление. Спасибо, Георгий Гайвозович. Ваша работа, которую проделали в 60-х годах, очень помогла, спасла фактически этот храм Тхобаерди. И еще, Георгий Гайвозович, мы вас так спокойно не отпустим. Разрешите задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Георгий Гайвозович, вот при детальном вот, как раз вот этот храме, который мы обследуем, была информация вот с местных жителей, что в этом храме Тхобаерди находилось 12 стульев, вот, где проходил совет старейшин, как будто народный суд. Вот. При ваших реставрационных работах, вот, при археологических раскопках, вы сталкивались ли вообще, вот, или была ли какая-то информация про этих стульев, или это просто как легенда?
Знаете что, вот у меня есть публикация о том, что Мекхел вот в конце 19 века, в начале 20 века собирался около Каберды. И что интересно, там встречались и решались политические, социальные, правовые и другие отношения этими видными предводителями разных типов. Ну и Херсули тоже были, приглашались туда на Мекхе, представляете себе, на Тхаберди. Также на Гегекетской Самебе, около Казбек, может, убивали, там ингуши тоже присутствовали на советах вот на этом храме. Так что это вообще наша традиция. И вот эти 12 стульев я не находил там. Там есть, значит, в восточной части вот центрального храма возвышение на 3 ступенях. Там усиливались вот эти предводители этой церкви и так далее и прочее. Сами этих стульев мы не находили археологически. Спасибо большое. Какие-нибудь такие значимые находки были вообще при археологии? Значит, мы раскопали там 5 подземных склепов. Знаете, что это в Грозненском краеведческом музее, это в Московском археологическом Связь плохая. институте. И вот если... И обязательно я электроверсию археологический институт в Москве и вот Грозненский музей. И вот эти во время раскопок, значит, вокруг этого центрального храма, вот в этих склепах вот у меня опубликовано в декоративном искусстве Советского Союза, тогда такой журнал выходил, просто мирового значения такая стеклянная посуда. Кстати, я такую же посуду видел, видимо, это византийская вещь. Вот в одном склепе мы нашли, значит, повторение золотой монеты Михаила III, императора Византии. Это 9 век. Но дело в том, что там за что через, ну, считается классический уже идет, эта монета может датировать памятник. То есть Антаквем, но не 9 век, ну вот по моим искусствоведческим и археологическим данным, это все-таки это конец 10 века, и я и Георгий Чубинашвили в этом согласились друг с другом. Я этот материал сейчас Девяшвили, моему замечательному учителю, можно сказать, и замечательному человеку. Этот материал находится там. Давайте, с вашего позволения, тоже сам еще раз я скажу, что 3 или 4 даже камни, которые во время реставрационных работ в 69 или 70 году на вертолете были, я об этом узнал через, ну, наверное, 20-30 лет. И вот я постарался, что официально все это, через министра культуры, тогдашнего министра культуры, все это мы передали ингушской стороне. И эти несколько очень интересных, я не ошибаюсь, в музее или в Назране, или в Магасе. Я точно не могу вам сказать. Спасибо большое.
Здесь связь, очень плохая связь, прерывается. Поэтому огромное спасибо, то, что вы провели здесь как раз 60-70-х годов работы. У вас богатый опыт, мы будем в дальнейшем использовать. Огромное спасибо. Сейчас слово предоставляется президенту Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия Нальгиева Радмиле Ахметовне. Добрый день, Холшин. Меня слышно? Да, слышно, все нормально. Да, Добрый спасибо день. за предоставленное слово. Всех рада видеть. Юрий Георгиевич, Гиви, очень рада вас видеть. Отдельно начну с того, что хотела бы поблагодарить Юрия Георгиевича за ту работу, Юрий Георгиевич, которую вы проводите. Наверное, только мы с вами знаем, какой путь пройден от начала и, надеюсь, до логического конца. И все планы, которые в этом плане мы с вами проговаривали, прорисовывали, надеюсь, что всем вам суждено сбыться. В том числе спасибо вам большое за то, что вы нашли связь с Гиви Гамбашидзе. Для нас это очень ценно, очень важно. И ту работу, которую он тогда провел, это, на самом деле это бесценно. Низкий вам поклон. Спасибо вам большое, Гиви Гайзович. Огромное спасибо от всех нас за то, что сохранили наше историческое наследие, то, что нам завещали предки. И, конечно, хочется поблагодарить сейчас тех людей, которые сегодня ведут огромную работу по восстановлению и сохранению не только памятника Тхаба-Ярды, но и тех архитектурных, исторических памятников, которых более 4000 сейчас только насчитывается под открытым небом в Республике Ингушетия, в Джарахском районе. И действительно, здесь звучали слова о том, что это бесценное наследие, мы просто обязаны его сохранить. Благодаря главе Республики Ингушетия Махмуду Алимукшариповичу, благодаря нашему меценату и соотечественнику Гуцериеву Михаилу Саварбековичу, сегодня эта огромная работа ведется, и в том числе благодаря людям, которые сегодня исполнители, которые на сложных участках работают. Часть из них сегодня здесь присутствует. Хочется всем тоже сказать огромное спасибо. Баркал, Мадлоба, всех поблагодарить, вы делаете большое дело. Что касается приглашения, я, Юрий Георгиевич, вас пригласил. Мы действительно будем очень рады вас видеть на гостеприимной ингушской земле в дни проведения Российско-грузинского молодежного форума. Соответствующее приглашение от Министерства культуры направим вам. И будем очень рады, если вы примете это приглашение, и у вас получится посетить Республику Ингушетия и вот передать ваш бесценный опыт, то, что вы видели, свидетелем чего вы являлись, в том числе и отношения, еще раз напомнить нашей молодежи о тех отношениях, которые исторически сложились между двумя нашими народами. У меня, пожалуй, все. Всем большое спасибо, всем, кто принимает участие. Юрий Георгиевич, Гиви Гамбашидзе, вам отдельное спасибо и за вашу работу, и за ваш отклик, то, что вы делаете для Республики Ингушетия. Мы это помним и ценим. Спасибо большое. Спасибо большое, Радмила Ахметовна, спасибо. Слово предоставляется заместителю директора археологического центра имени Крупнова Дагиеву Малату Исламовичу. Добрый день, приветствую всех участников нашего сегодняшнего мероприятия. Благодарю огромные слова благодарности и приветствия нашим грузинским коллегам и Юрий отдельно вам, приветствую вас. Мы с вами впервые встречались в 50-м году и тогда обговаривали контуры наших дальнейших взаимоотношений. И сегодня я храню в своей книжной полке книгу, которую вы тогда мне подарили, бесценную книгу, где как раз была статья покойного ныне Георгия Чубинашвили, который, безусловно, внес огромный вклад в дело научного полноценного раскрытия памятника истории и культуры храма Тхаба-Ярды.
очень знали ваше отношение к нашему краю, к этому памятнику в частности. И недавно, когда мы с вами буквально неделю назад общались по телефону, вот в этом деле я принимал просьбу участия в данном форуме и других мероприятиях, посвященных делу сохранения, изучения культурного наследия, Ингушетии, и тогда еще раз высказали свою готовность принимать участие в любых мероприятиях на территории в горной части Ингушетии, где будет акцент делается на сохранение, изучение древности этого региона. Но, конечно, если мы говорим о храме Тхабы-Орды, безусловно, это веха культурного прогресса древнего средневекового населения Грузии, Ингушетии. Этот памятник иллюстрирует ярко наши взаимоотношения, которые сложились еще, будем так говорить, в древних пластах истории. И письменные свидетельства показывают то, что наши взаимоотношения ингушского народа, грузинского народа и истоками своими уходят в тысячелетия еще, и можно сказать, еще с первых шагов грузинской государственности. В общем, когда в политическом аспекте, на политическом небосклоне Грузии, тогда видное участие принимали в том числе и наши предки из Уртуки. Вот. Что касается храма Тхабы-Орды, то да, и в 2008, 2009, 2010 годах мы также проводили исследования на этом памятнике на базе материалов, которые были наработаны Гиви Гайозовичем еще в конце 60-х годов. Безусловно, без них приступать к какому-либо объему работ на этом памятнике, в том числе и связано с реставрацией, связано с археологическим, научным его раскрытием, невозможно. Поэтому и впредь будем ориентироваться вот на ваш богатейший опыт, ваши знания. И я глубоко надеюсь, что в скором будущем будем в таком вот в едином собрании, единой командой работать на памятнике истории культуры храма Тхабы-Орды и, возможно, на других памятниках горной Ингушетии. Спасибо за внимание. Спасибо, Умалат Бесланович. Надеемся, что после проведения археологических исследований на данном комплексе еще какие-то исторические, какие-то значимые для республики события будут обозначены.